Если ваш сын, я имею в виду коррупционера, его сын, дети, супруги работают в государственных службах, мы сразу их будем снимать, где бы они ни работали. Каких бы должностях они не были. Если даже о себе не думаете, думайте о своих детях. Подумайте, пожалуйста, о своих детях. Не совершайте такие преступления. Так как все преступления начинаются с системы образования. Мы все выходцы оттуда. И врачи, и милиционеры, и прокуроры. Все мы выходцы оттуда. Понимаете ли? Мы все являемся вашими детьми вас, то есть вашими учениками. Поэтому и отныне так же будет, эта история будет повторяться. Отныне система такая же. Следующее поколение врачей, милиционеров также будет выходить из ваших рук. Поэтому вы должны воспитывать наших студентов. Вы должны оказать им содействие. Многие, у меня сейчас очень много информации по образовательной части. Мы их собирали, сейчас еще собираем. Скоро начнем принимать меры. Так? Скоро начнем принимать меры. И вам это все открыто объявляю. И в этих информациях мне поступает, вот такая интересная информация поступила, о том, что студент не учится здесь, он находится где-то там в трудовой миграции, где-то что-то, так за него проставливает вот это зачеты, экзамены, и он становится студентом следующего курса, заканчивает, получает дипломы. По этому поводу мы строго будем прослеживать и смотреть, следить. Исключайте. Это надо, отчисление. Вот. Отчисляйте, пожалуйста, таких студентов. Отчисляйте. Не оставляйте их. Лучше 10 человек выпустить с хорошим образованием и с дипломом, чем 100 человек, которые необразованных и не, как бы, не получающих образования и просто так покупающих дипломов. Давайте выпустим 10 человек. Никто вас как бы не обязывает, что вы обязательно должны выпустить там 100 человек. Не надо 100 человек выпускать. Выпустите 10-20 человек, но зато с хорошим образованием, которых мы можем применить в нашем хозяйстве, как говорится, в общественной жизни. Ушуны қараңыздар, урматтуу ректорлар, бұл жерде негізінен жетекшілер отырасыздар да, туралы, урматтуу ректорлар, ушуны қараңыздар. Дайте поручение всем своим преподавателям, деканам и другим, что если человек не учится, исключайте, отчисляйте его из группы, отчисляйте из университета. Пусть он тоже понимает, он возвращается через год, будет, если он захочет учиться, будет учиться. Если он не захочет учиться, пусть не учится. Не надо заставлять человека, чтобы он обязательно у него в кармане был диплом. Не надо заставлять. Вот систему образования мы должны менять. По этому поводу Министерство образования также должно работать активно и внести свои коррективы. Так? Внести свои коррективы. Так, будем еще проверять тех студентов и наших уважаемых преподавателей тем, что как они собирают средства, как они собирают взятки. Это оно у нас есть. Вот почему мы должны скрывать? Давайте будем говорить открыто друг другу, в лицо. Это у нас есть. Да, может быть, среди вас есть, не то, что может быть, обязательно есть среди вас очень хорошие, честные преподаватели, честные руководители. В этом я не сомневаюсь. Оно есть. Қырғыз айтып қой, бір қарыны бір құмалақ чиритет дегендей. И среди 100 руководителей 10 человек, если будет взяточников, это считайте, что вся система уже как бы испорчена. Поэтому мы будем бороться с этой нечистью, будем вкладывать усилия, все будет соответствовать нашему законодательству. Да, многие взяточники будут теперь очень жестко будут наказаны.